По проекту новой конституции правительство возглавлять будет руководитель аппарата президента Кыргызстана. Кабинет министров будет возглавлять председатель, он же руководитель аппарата президента. Так как Кыргызстан идет к президентской форме правления и большинство вопросов решает аппарат президента, но ответственность возлагается на правительство. Окончательный проект новой конституции уже готов. Документ в скором времени будет передан депутатам Жогорку Кеңеша. Делаем запрет тем, кто имеет 2 или 3 гражданства. Например, у кого и российское, и кыргызское гражданство. Также в новой конституции прописан закон о запрете на хранение богатств чиновниками в банках за границей. То есть лица, занимающие государственные, политические, специальные и административные должности, не смогут хранить наличные денежные средства и ценности в банках, которые находятся за пределами Кыргызстана. Во-первых, мы приняли президентскую форму правления. 10 января народ уже сказал свое мнение. Мы все посоветовались с вами и приняли такое решение. В новой редакции Конституции обязались защищать интересы оппозиции. Звучит она так: граждане имеют право на политическую оппозицию. Государство обязано защищать право граждан на политическую оппозицию. На днях документ должен будет передан на рассмотрение депутатам Жогорку Кеңеша. Изначально инициатором преобразования Конституции был Садыр Джапаров. Однако обязанность переписать закон переложили на депутатов парламента 6-го созыва, который стал нелегитимным после 28 октября 2020 года, так как истек срок полномочий. Айжан Аманова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.